Дорогие сограждане, сегодня мы, родственники осужденных по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Мы обращаемся к вам с просьбой о помощи и поддержке. С 27 апреля 2018 года мы объявили голодовку, так как были доведены до отчаяния безразличием властей к проблеме, которая обрела масштаб национального бедствия. Наши дети, мужья, братья и сестры осуждены по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь на немыслимые сроки, в среднем не менее 10 лет. Только за последние 5 лет по этой поистине народной статье осуждено 16,5 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет. Большая часть из них – это здоровые парни призывного возраста. Это студенты, не успевшие обрести профессию. Не является ли это угрозой для национальной безопасности и демографической ситуации, если учесть, что за прошлый год по стране убыль населения составила 13 тысяч человек? Это численность такого городского поселка, как Ушачи. При этом особенно сократилась Витебская область на 8 тысяч человек. Уже через 5 лет выйдут из мест лишения свободы первые 3000 осужденных 328 с клеймом «Особо опасный преступник». Задумайтесь, готово ли наше общество принять их? Готовы ли они сами будут к жизни в социуме? Учтите также, что доказательная база по делам зачастую фальсифицирована, о чем заявляют в судах защитники, но суд остается глух и слеп. Вышестоящие инстанции при рассмотрении жалоб остаются также безучастны, дела не пересматриваются и не изучаются, а выводы делаются на основе ответов предыдущих инстанций. Порой доходит до абсурда, когда фамилии участников дела меняются до неузнаваемости, а в текстах лишь с места на место переставляются абзацы. Матери пошли на крайние меры не ради членовредительства и не ради пиара какой бы то ни было партии или движения, как это подается в новостях и комментариях. Мы далеки от политики, но абсолютно точно нам близки такие понятия, как правда и справедливость. Мы говорим, нет, мы уже кричим, прося помощи у вас, дорогие сограждане, обратить внимание именно на нарушения в правоприменительной практике. Сегодня сложилась такая обстановка, когда мы вынуждены искать способы защиты от милиции, которая изначально призвана охранять и защищать права и интересы простых граждан. Более того, в данном ведомстве работают в основном мужчины, но при этом они способны подвергать избиениям детей и не только, запугивать женщин, фабриковать дела, используя фальсифицированные доказательства. Уверены, окажись матери каждого из вас на нашем месте, они также бросились бы на защиту своих детей, не раздумывая ни секунды. Возможно, мужчинам не дано понять, насколько сильна, безусловно, и всемогущая материнская любовь, но вы хотя бы попытайтесь. Мы также обращаемся к тем родителям, чьи дети погибли от наркотиков. Мы искренне сочувствуем вашему горю. Мы глубоко скорбим о случившемся. Мы знаем, как это больно, ведь наши дети такие же жертвы наркотиков, и мы тоже их теряем. Сегодня вся страна должна понимать, что теряет целое поколение из-за бездумной войны с наркотиками. Это молодые здоровые люди, которые оступились, но никто от этого не застрахован, и каждый из нас в любой момент может оказаться одним из них. Мы продолжаем голодовку, ведь ни одно из требований голодающих так еще и не удовлетворено. Матери подсаженных на иглу детей, матери, чьи дети задерживались самым бандитским способом, сотрудниками правоохранительных органов, матери, чьих детей судили на немыслимые сроки без доказательной базы, матери, на чьих детей сейчас оказывается психологическое давление в местах лишения свободы, матери, которые доведены до отчаяния безразличием и цинизмом властей к проблеме национального масштаба, обращаются сегодня к народу Республики Беларусь, именем которого оглашаются приговоры в судах. Конституция Республики Беларусь, в частности статьи 2 и 3, гласят: человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности. Гражданин ответственен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией.
любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики Беларусь, наказываются согласно закону. Руководствуясь основным законом государства, Конституцией Республики Беларусь, мы требуем сместить с поста министра внутренних дел генерала-лейтенанта милиции Шуневича Игоря Анатольевича за допущенный беспредел органов внутренних дел. Мы просим вас, дорогие сограждане, поддержать инициативу матерей о проведении амнистии для всех осужденных, незамедлительного изменения законодательства и проведения судебной реформы. Наша жизнь не бесконечна. В любую минуту она может оборваться. Мы хотим, чтобы наши жертвы были оправданы равноценными требованиями. Благодарим вас за участие, за вашу активную гражданскую позицию, за поддержку и любовь, которая исходит от вас. С любовью и благодарностью движением матерей 328.